Итак, всем привет. Совершенно недавно, вроде бы вчера, я выпустил ролик про таджиков, про то, что я к ним обратился, про эту ситуацию всю сейчасшнюю в России, что им нужно делать, почему не нужно считать, что в России ко всем таджикам и к нерусским плохо относятся. Например, мне вообще плевать, если человек из какой-то нации сделал что-то плохое, я не буду думать, что это вся нация такая плохая и ужасная, потому что в том же Дагестане, в том же Таджикистане и в том же Узбекистане в каждой нации есть пример. У меня родственники, близкие были, друзья, которые нормально себя вели, и это мне не дает что не дает свободу в словах, то, что я могу говорить, что все такие плохие. Вы просто поймите и примите, например, на себя. Если вы поедете в какую-нибудь Германию, вам будет открыт туда въезд легально, вы сделаете все документы, вы знаете, что там заработок, например, 200 тысяч в среднем, да, за какого-то дворника или за какого-то доставщика, или, не знаю, за какого-то бармена. А хотя в России ты будешь за это получать 30-50 тысяч. И все поедут в Германию. И представляете, что будет, когда в Германии все будут говорить, что вот, русские плохие, русские ужасные, русские сюда приехали, русские свои правила тут навязывают. Хотя, и, например, какой-то русский из них убьет кого-то в Германии из того, что кто-то про него так говорил. Что, представляете, если все подумают, что русские все террористы, все убивают, и все обозлятся в Германии, например, на Россию, а те, кто работал, те, кто хорошо думал, желал о Германии, о германцах, то что ему делать? Ну что ему делать? Это полный бред, это полный абсурд. Ну нельзя так думать просто. И почитал я комментарии, значит, под этим постом, под этим роликом. Мне так печально стало осознавать то, что Россию уже не поменять. Это постсовковое поколение, которое мои родители, ваши родители даже, возможно, они пишут в комментариях такое говно. Даже и сейчас современные дети пишут такое говно. То, что вот, приехали в нашу страну, пусть отсюда уезжают. Блин, они тут не на вечность. Ну что им делать? У них в Узбекистане, в Таджикистане есть красота, у них есть семья в Таджикистане, да, допустим. Он приезжает сюда на заработки и уезжает. Да, он может тут остаться, ему никто не запрещает, пусть остается. Какая вам разница? Если человек в данный момент нарушает закон, кому-то вредит, пишешь заявление, его забирают в полицию, он уезжает в страну, все. Не нужно так думать и сидеть писать в своих комментариях то, что вот, все говнюки, всех забирайте, я на всех обижен. Да, ты обижен, ты на всех обижен, ты не разобравшись в ситуации уже делаешь какие-то выводы. Такие просто, ну как так можно? Ты не знаешь ситуацию, и ты уже какие-то выводы делаешь, да? Ну вот как так может? Это невозможно, нельзя так. Почитал я еще комментарии, да, пишут люди, которые вот, молодец, ты все правильно говоришь, я тоже там русская, я тоже таджик, я тоже понимаю, что все правильно ты говоришь, что не нужно людей гнать из страны, не нужно запрещать им въезжать, не нужно думать, что все такие, потому что, ну, это чистая правда. Просто примите к себе то, что к вам сейчас будут так относиться. И вот. Вот такое вот видео я записал, потому что, ну, в комментариях реально очень много. Тысячи комментариев, понимаете, тысячи комментариев, из которых, получается, где-то 80-90% говна просто. Говна. Такое говно, то, что ты дурак, ты сопляк, ты еще не дорос. Пишут то, что еще спасибо твоим родителям за воспитание, но почему вы думаете, что это мои родители? Если бы мои родители, если бы все было бы, как воспитали меня родители, я бы это видео не записывал, я бы был нацистом, я бы тоже так думал, я бы был агрессивным, потому что мои родители думают совершенно другое. Они думают, что все хорошо, их тоже надо гнать со страны, они тут вообще ничего не должны, пусть Россия для россиян. То есть моих родителей, это не заслуга моих родителей, они вообще тут не виноваты. Их сюда вообще приносить не надо. Почему вы думаете, что человек сам не может настолько в своем сознании стать умным, что он может обойтись без родителей? Ему не нужны родители, чтобы стать умным, вы поймите это. Блин, я вроде все объясняю. Сейчас будем смотреть просто, какой ажиотаж этот ролик выведет.
Вот, какой ролик этот просмотр соберет. И посмотрим вообще, что люди пишут, как ситуация изменяется. И что вообще хотел бы сказать, вот сейчас реально, вот я понимаю теперь, насколько все обозлены на таджиков в России. Но таджики, не теряем бдительность. Не нужно думать, что все реально думают про вас так. Я не думаю. Если я встречу вас, и вы у меня попросите помощи, я вам 100% помогу. Если у вас что-то случится, я вам 100% помогу. Да, может кто-то не поможет, может скажет, вот тебе так и надо, вот ты таджик. Но я так не скажу. И таких людей, как я, они есть. Так что вы можете на них надеяться, им полагаться. Делайте, что хотите, я повторяю, потому что я могу сделать все, что хочу в России, в рамках закона. Если я нарушу закон, меня заберут, и это будет правильно. Если вы нарушите закон, вас заберут, это будет правильно. Я буду делать в Германии, в Швейцарии, в Нидерландах то, что я хочу. Но как только я нарушу закон, все. Просто. Будто это изнасилование детей, будто это маты в общественном месте, будто это разговор по телефону, да, громкий, когда ты не уважаешь никого. Если ты никого не уважаешь, то и такое же отношение к тебе. А если ты приезжаешь и уважаешь, блин, все на взаимности будет. Все будет на взаимности. Вот, всем спасибо за просмотр. Вынужден был, конечно, записать этот ролик, потому что ажиотаж просто огромный. Вот. И как бы всем доброго времени проживания. При такой ситуации нужно оставаться все равно человеком. Не нужно обращать на дураков внимание. Дураки всегда есть. Я опять же говорю, что не будет таджиков, они будут обозлены на того, кто не работает в России. Не будет того, кто не работает в России, будут обозлены само на себя. Тупые люди, они всегда ищут причину, куда бы злость, агрессию, какие-то свои проблемы в жизни слить. Поэтому не нужно это обращать внимание. Опять же повторяюсь, вас могут убить в любом месте, с вами могут подраться, вас могут ударить, но вы при этом не должны, вы должны сопротивляться 100%, но сами нападать вы не должны, потому что это уже нарушение закона, как я уже говорил, да? Вот. Если в Германии на меня все обозлятся, у меня не будет возможности уехать из Германии, да, потому что меня все гонят, я не буду уезжать. Я не буду уже, да, я где-то могу затеряться, если прям очень все плохо, если из моей нации люди что-то плохое сделали, но я не буду ни в коем случае уезжать, если у меня не будет средств. Но, скорее всего, я уеду, потому что тупых людей, если очень много, то я уеду. А в России тупых людей, как я знаю, очень много. Взять моих одноклассников, взять моих друзей старых, близких. Их реально очень много. И всем так сказать, что вот он так-то, так-то, да ни хера не получится. Не обращайте внимания и живите своей жизнью. Да, может не получится жить нормально в России уже, да, но значит нужно думать, как бы переезжать в другую страну. И я не гоню вас, вы можете остаться, у вас есть шанс остаться. Вы можете остаться, вас никто не гонит. Но я не знаю, что будут делать русские, если они приедут массово в какую-то страну, и там будут все говорить, что мы будем убивать каждого русского, кто встретится на нашем пути, то не знаю, что бы русские делали. Русские бы, наверное, как очкошники просто уехали из страны и поехали в другую бы страну. А в другой стране их бы также гнобили. И все время вот так кочевание. Блин, просто вообще жесть. Например, я знаю, что я никогда не возьму гранату, не возьму пистолет, не возьму оружие, не пойду, никого не убью. Я понимаю, что если человек бессильный, безоружен, зачем на него нападать? На меня также нападут, я что буду делать? У меня просто моя душа, эмпатия, она не позволит мне это сделать. Там животное мучить, поднять на него руку, это тоже нет, это 100% нет. Также, я думаю, есть таджики, есть нерусские все, которые также думают. То есть не нужно думать глобально то, что все такие. Спасибо за просмотр и всем пока.